Ассаламу алейкум, добрый вечер. Я хотел бы сказать, что протестное движение Ингушетии продолжает свою работу. Мы будем продолжать свои мирные акции, независимо от того, что наших братьев и сестер преследуют власти и силовые структуры, независимо от того, что в угоду Юнусбеку Евкурову против наших активистов возбуждаются административные и уголовные дела. Мы будем работать и добиваться справедливости. Все должны понимать, что в республике протестуют не какие-то личности отдельно, а протестует ингушский народ. Народ Ингушетии требует уважения. Народ Ингушетии требует справедливости и требует у чиновников исполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Республики Ингушетия. Мы никогда не отступимся от своих убеждений. Мы будем помогать своим братьям и друзьям арестованным. Мы не забудем ни одного из тех, кто попал под жернова репрессий на данный момент. Тем не менее, нас удивляет, как федеральная власть позволяет в угоду одному человеку использовать правоохранительные органы и силовые структуры. Разве не видно, что ингушский народ показал, что умеет мирно протестовать и требовать соблюдения своих прав? Не то, что погромы или какие-то другие беспорядки. Мы даже мусор не позволяли, чтобы лежал или находился в наших городах, на наших улицах, на наших площадях во время наших мирных акций. А здесь власти провоцируют беспорядки, пытаясь сломать наше протестное движение. Не получится ни у кого, и у главы республики, и всех, кто помогает ему в этом. Мы законопослушные граждане. Это наша родина, это наши города, это наша республика, это наша страна. И мы будем отстаивать свои права так, как положено. Те, кто осужден, не сегодня, а завтра выйдут. Тот, кто виноват в наказании невинных людей, должен будет ответить по закону, как положено. И мы в этом не сомневаемся. Незаменимых людей нету. Любого из нас можно арестовать, любого из нас можно посадить, даже убить. До этого было много раз, когда общественные деятели, правозащитники, духовенство были убиты за свою деятельность. Мы этого не боимся, на все воля Всевышнего. Но народ Ингушетии не позволит потыкать и проявлять неуважение к собственным интересам. Меня удивляет, с каким усилием Юнусбек Евкуров воюет со своим народом. Он воюет. Он подавал в суд против своего народа. Он не остановился ни перед женщинами, ни перед стариками. Он заставляет их преследовать. Несколько дней назад глава республики сидит и говорит, что я буду добиваться наказания как минимум административного, как максимум уголовного. Нужно всех посадить. Это фактически человек дает указания. На юридическом языке это говорится превышение должностных полномочий. Человек требует жертв, человек требует крови. Федеральному центру давно пора понять, что в Ингушетии не будет никаких беспорядков, если этот человек будет отстранен от занимаемой должности. К сожалению, мы вынуждены это говорить так. Если бы мы его избирали, мы бы его сегодня же отпустили, в отставку отправили бы. Но нам его назначили, к нам его прислали. И он всячески демонстрирует, что его судьба, его занимание, нахождение в чиновничестве никак не зависит от народа Ингушетии. Не так. Своими акциями мы добьемся его отставки. Придет другой назначенец, будет вести себя так же, будет противоречить интересам народа Ингушетии, и его добьемся отставки. Мы требуем от федерального центра, чтобы Юнусбек Евкуров был отправлен в отставку, и чтобы наши депутаты немедленно приняли закон, фактически вернули нам право прямых выборов. Мы не будем участвовать в беспорядках. Я особо подчеркиваю и прошу нашу молодежь. Самое дорогое, что у нас есть, это вы. Кто бы что бы ни говорил, неважно, политические деятели, религиозные деятели, всякие провокаторы, это все не имеет никакого значения. Дороже вас у нас никого нету, вы наша движущая сила, вы наше будущее. Не участвуйте в беспорядках,
Не переживайте, мы будем добиваться только мирными акциями, мирными способами. Мы думаем, что делать дальше, и вместе с вами решим, что мы будем делать для того, чтобы отстаивать наши права. Не слушайте провокаторов, не участвуйте в бесчинствах, не паникуйте. И самое главное, знайте, сколько бы из нас людей не пострадало, мы вместе, мы братья и сестры. Мы никогда никого не забудем, никто никогда никого не оставит в беде. И в радости, и в горе мы будем вместе.